Институте развития образования на заседание Республиканского методического объединения руководителей образовательных организаций Республики Коми. Уважаемые коллеги, мы и не заметили, как пролетело время. Наступает самый сказочный и волшебный праздник — Новый год и долгожданные каникулы, которые мы проведем с родными и близкими людьми. Будем встречать Новый год и активно отдыхать, кататься на санках, лыжах, коньках, посетим множество мероприятий. Но, несмотря на праздничное настроение, не стоит забывать о безопасности. Поэтому тема нашего сегодняшнего заседания посвящена именно обеспечению безопасности образовательных учреждений Республики Коми в новогодние праздники и в каникулярное время. Для оглашения нашей сегодняшней повестки я предоставляю слово председателю Республиканского методического объединения руководителей образовательных организаций Штин Александре Васильевне. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать всех на нашей очередной встрече. И я очень надеюсь, что сегодняшнее выступление присутствующих наших гостей поможет нам, всем руководителям образовательных учреждений, выстроить ту правильную политику в предстоящие новогодние праздники, которая обеспечит нам и настроение соответствующее, действительно даст возможность почувствовать этот новогодний праздник, но в то же время соблюсти все требования, которые позволят нам обезопасить наши образовательные организации, прежде всего сохранить жизнь и здоровье детей, помня о том, что мы все-таки в условиях работаем, и праздники будем проводить в условиях повышенной готовности. А здесь возникает опасность того, что большая часть времени наши дети будут проводить, видимо, уже не в учреждениях каникулы, а на улице. Конечно, самое главное, что мы в полном составе приступили к учебе после Нового года в третьей четверти. Вы видели все планы, и я хочу представить всех наших гостей, которым я по очереди предоставлю слово. У нас сегодня в гостях Ивлев Сергей Владимирович, пожалуйста, главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России в Республике Коми. И Терентьев Василий Ивлевич, руководитель группы патрульной службы Центра Главного управления МЧС России по Республике Коми. Их вопрос — формирование культуры безопасности, жизнедеятельности в области пожарной безопасности, что очень важно сейчас даже на водных объектах, несмотря на зимний период времени, а также при использовании пиротехники, что, конечно, очень актуально в преддверии праздничных дней. Далее у нас вопрос об опасностях на дорогах перед новогодними каникулами, потому что дети все выйдут на улицу массового порядка. И об этом нам скажет Полякова Мария Николаевна, старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми, а также инспектор Хадан Никита Иванович, правильно? У МВД России по городу Сыктывкару, это инспекция по делам несовершеннолетних, об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. Итак, мы приступаем к реализации нашей повестки. Пожалуйста, Сергей Владимирович, вам слово. Добрый день, уважаемые участники заседания. Риски пожаров и негативных последствий в зимний период возрастали в среднем в 3 раза. На январь-февраль пришлось 23% от всех пожаров в текущем году. В среднем по 130 пожаров в месяц. Для сравнения, в последующие месяцы норма пожаров не превышает 100. На пожарах в зимние месяцы гибнет в среднем 11 человек. Кроме того, на каждом втором пожаре с гибелью людей регистрируется групповая гибель, то есть 2 человека и более. При этом пиковые значения как раз приходятся на праздничные дни с 1 по 10 число января. Напомню, что за истекший период 2021 года на объектах образования Республики Коми произошло 2 пожара. Причем один из них зарегистрирован как раз в период новогодних праздничных дней. Это пожар 8 января в здании общеобразовательной школы в городе Инта, улица Полярная, 18. Причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Это был бытовой масляный электрообогреватель. Также 6 июля произошел пожар в здании детского сада села Устьевым. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очень курьезный случай. Человек, который там не должен был находиться, находился.
и по его вине произошел пожар. Вопросы обеспечения пожарной безопасности на объектах образования, в том числе задействованных в проведении праздничных мероприятий, являются приоритетными. Пожарная безопасность на объекте гарантируется при наличии на объекте системы обеспечения пожарной безопасности и поддержанию ее в режиме постоянной повседневной готовности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, это первое. То есть это комплекс мероприятий, напрямую исключающий возможность возникновения пожара. Это, к примеру, исправность электросетей, электрооборудования, электронагревательных приборов и так далее. Система отопления также, если печные здания, то очень актуально. А второе, это система противопожарной защиты. Тоже входит в систему обеспечения пожарной безопасности, которая тоже должна быть всегда в исправном состоянии. Это сигнализация, оповещение, дымоудаление, водоснабжение, другие автоматические комплексы. И третье, это комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе направленные на соблюдение правил противопожарного режима в здании постоянного. Это в повседневной деятельности, а также в период проведения каких-то мероприятий, ремонтных и огневых работ и так далее. Таким образом, при рабочей системе, вот, которая состоит из 3 у нас аспектов, система обеспечения пожарной безопасности и вероятность возгорания сводится к минимуму. При организации же праздничных мероприятий на объектах образования, в том числе в период новогодних праздников, необходима организация дополнительных мер, направленных на предупреждение пожаров, так как массовость у нас будет, радостное настроение и так далее. Что необходимо? Значит, необходимо актуализировать инструкции о порядке действия обслуживающего персонала. Приказом или любым другим распорядительным документом руководитель назначит лицо, ответственное за проведение праздника. Организовать проведение дополнительных целевых противопожарных инструктажей с персоналом и родителями и так далее, ну и детьми, соответственно. До начала праздничных мероприятий провести проверку работоспособности и наличия первичных средств пожаротушения, системы автоматической противопожарной защиты. Обеспечить соблюдение режима запрета курения. Проверить состояние эвакуационных путей и выходов, например, на предмет наличия мебели, загромождений и так далее, которые должны быть всегда они открыты, постоянной готовности, да. Применять при проведении праздничных мероприятий электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности немедленно их обесточить. Устанавливать новогоднюю елку на устойчивом основании, чтобы она не препятствовала свободному выходу из помещения. Ветки должны находиться не менее 1 метра от стен, потолков и обогревательных приборов. Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на ответственных объектах, не осуществляющих деятельность в период новогодних и рождественских праздников. Исключить проведение в них мероприятий, не соответствующих их функционалу. То есть, объясню это, если находится учреждение на каникулах, никакие мероприятия не проводятся. У нас, как правило, там сторож постоянно находится. Вот бывают случаи в учреждениях, не только образовательных, просто государственных, что сторожа там, устраивают какие-то там свои мероприятия, приглашают какие-то людей, понимаете, да, о чем я говорю. И нередки случаи, что происходят пожары вот именно по этой причине. Это уже такой резонансный будет случай. Учреждение не работает, оно как-то загорелось. Так, при проведении праздничных мероприятий в помещениях объекта запрещается применять пиротехнические изделия. То есть категорически запрещена пиротехника, за исключением пиротехнических изделий первого класса. Это хлопушки и бенгальские огни, но при соблюдении противопожарного режима, потому что это все-таки открытый огонь. Проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы. Уменьшать ширину проходов между рядами, устанавливать дополнительные кресла. Полностью гасить свет в помещении во время спектакля. Допускать нарушение установленных норм заполнения помещения людьми. То есть, если проектом предусмотрено в помещении нахождение не более 25 человек, там может быть находиться не более 25 человек. Пользоваться розетками, рубильниками и другими изделиями с повреждениями. Напомню основные правила противопожарного режима при использовании пиротехники и фейерверков 1 и 3 класса пожарной опасности. Это такие бытовые пиротехнические изделия, которые в свободном доступе продаются в любом специализированном магазине. Вот как у нас вот видели, да, наверное, сейчас ларьков очень много и так далее. Места для их запуска должны быть определены заранее. Это на улице только на улице можно.
Должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия. Они должны включать схему местности с нанесением пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные зоны и расстояния. Все это указано на коробке изделия. Все вот эти расстояния, да, нет, именно расстояние. У определенного пиротехнического изделия определенное расстояние, то есть в зависимости от его мощности. Зрители должны находиться в наветренной стороне. Безопасное расстояние от места проведения фейерверков определяется с учетом требований инструкции, вот как я уже сказал. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить, разводить огонь. После пользования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена, очищена от несработающих элементов и других опасных изделий. Необходимо помнить, что безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, которая их организовала, или физических лиц, проводящих фейерверк. Со стороны Главного управления, в соответствии с поручением Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, организованы надзорные и профилактические мероприятия на всех объектах, задействованных в праздничных мероприятиях образовательных организаций. Соответствующие указания нами уже направлены в территориальное подразделение. Нашими инспекторами будет посещена каждая образовательная организация, на которой планируются мероприятия, лично либо в дистанционном формате с использованием видеосвязи. Поэтому консультацию по интересующим вопросам можно получить лично, адресно, так скажем. Также остановлюсь на безопасности детей в период школьных каникул вне образовательных организаций. В 2021 году в Российской Федерации наблюдается ухудшение обстановки с пожарами, повлекшими гибель несовершеннолетних. К сожалению, за 9 месяцев на пожарах погибло 275 несовершеннолетних, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества погибших детей зарегистрирован в 43 субъектах. К счастью, в нашем субъекте гибели не зарегистрировано, однако травмы получили 4 детей. Спасено из пожаров 55 человек. Вот резонансный случай, вы, наверное, слышали, произошел в городе Печора в автомобиле, да, когда отец оставил без присмотра спящего малолетнего ребенка 18 года рождения, который впоследствии загорелся. В результате пожара ребенок получил, его спасли, пожарное подразделение, но ребенок получил ожоги верхних дыхательных путей. То есть была опасность жизни реально. По причине детской шалости с огнем произошло у нас в этом году 15 пожаров. В результате пожаров тоже были получены травмы людьми, но, слава богу, не детей, другие третьи лица получили травмы. Напомню, что, находясь без контроля взрослых, дети из шалости играют с огнем, тем самым совершая правонарушение, ответственность за которое несут их родители. В целях обеспечения безопасности детей в период школьных каникул необходимо, в том числе преподавательскому составу, провести разъяснительную работу и с учащимися, их родителями и опекунами о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, недопущение случаев детской шалости и несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий. Также попрошу опубликовать информационный материал. Если они нужны, можно всегда обратиться в наше территориальное подразделение или в Главное управление надзорной деятельности напрямую. Мы вам их предоставим вот, для публикации на ваших интернет-ресурсах. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо, Сергей Владимирович. Еще мы бы хотели, чтобы вы напомнили нашим образовательным учреждениям, где есть котельные. Да? И у нас же есть такие школы, сады, есть, о тех мерах предосторожности, которые они должны осуществлять, особенно сейчас в холодное время, ну и весь период зимы. Ну, котельная, если на печном отоплении, да, там с печами очень сложный вопрос. Нельзя перекалывать печи, во-первых. Всегда должен кто-то находиться непосредственно при печи. По окончании, ну, они, наверное, постоянно ведь отопление, да. Притопочные листы должны быть определены, которые размеры в правилах противопожарного режима, по-моему, 30 сантиметров. Разделка дымоходов, то есть это соответствующий лист между перекрытиями с одной и с другой стороны. Ну и от стен отступления должно быть у печи. Ну, напомню, в первую очередь это не оставлять без присмотра. Не открывать, не топить легковоспламеняющими жидкостями, соответственно, и не открывать притопочный, вернее, как створку печи, заслонки печи, да. В принципе, это вот основное, да. И обязательно следить за первичными средствами пожаротушения, это огнетушители, чтобы они всегда были в доступном месте, и персонал, любой персонал умел ими пользоваться. Начиная от сторожа до преподавателя,
и технических работников. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, напомню, что особенно там, где у нас котельные, нужно обязательно издать приказ, да, обозначить ответственных, обязательно осуществлять контроль за деятельностью ваших истопников, да, потому что это очень важно. И тоже были у нас, к сожалению, случаи, когда происходили пожары в котельных образовательных организаций. Ну и осуществлять жесточайший контроль за деятельностью истопников. Спасибо. Спасибо. Василий Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники заседания. Не стоит забывать, что существует реальная опасность во время пребывания людей на льду. Это связано с возможностью падения человека и получения травмы, неожиданного проламывания льда и попадания в холодную воду или под лед, в прорубь, в полынью. Толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов, в местах слияния рек, где текут ручьи, на изгибах, излучинах, около замерзших предметов, подземных источников, в местах слива водоемов теплых вод. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляет собой полыни, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты слоем снега. Этот лед проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Для одного человека безопасно считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, прозрачного с синеватым оттенком. Чтобы обезопасить детей от несчастных случаев, необходимо знать и выполнять следующие правила. Первое. Не допускать выхода на лед. Помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в холодную воду. Не допускать катаний на санках, ватрушках с горки, где можно докатиться до водоема. Например, Кировский парк в городе Сыктывкаре, где обычно дети любят в каникулы кататься, и прям там до реки Сысово. Опасные места, полыни, даже в холодное время года эти полыни не замерзают. Никогда нельзя проверять прочность льда ударами ноги. Бывают ситуации, когда необходима ваша помощь при провале. Услышали крики помощи, либо увидели, как человек провалился. Обязательно надо сообщить пострадавшему, что вы идете на помощь. Это придаст ему больше уверенности и сил. Также вселит надежду на спасение. Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, длинную палку, шарф. Если беда произошла дальше от берега, что нужно выйти на лед, то пострадавшему нужно подползти. Затем подать руку, бросить веревку, вытащить за одежду. Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, либо щит. Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает и в любую минуту может погрузиться под воду. После извлечения из холодной воды необходимо пострадавшего отогреть. Горячий чай, обтирание, дать сухую одежду. Не рекомендуется давать спиртные напитки. Обстановка гибели детей на водных объектах республики в 2021 году оставалась напряженной. Состояние государственного контроля в области обеспечения безопасности людей на водных объектах по состоянию 22 декабря следующими показателями характеризуется. Увеличение количества происшествий на 15% по сравнению с прошлым годом. Увеличение количества погибших на 2,4%. Увеличением гибели детей. В 2021 году утонуло 9 детей. В прошлом году 6. Рост 50%. Спасено 28 человек, из них 13 детей. В прошлом году 23 человека, спасено 10 детей. Отмечаем, что из года в год идет увеличение происшествий на воде, связанных с детьми. Основными причинами гибели людей на водных объектах является безнадзорность детей у воды, халатность родителей, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, купание в летний период в запрещенных местах, где отсутствуют спасатели. Пример
халатности родителей и безнадзорности детей у воды. 15 марта 2021 года около 18 часов на реке Воч, деревня Верхний Воч, утонул мальчик в возрасте 2 лет. При очевидных обстоятельствах отец взял мальчика с собой на снегоходе «Буран» для поездки за водой к месту общего забора воды населением в деревне Воч. Пока отец набирал воду, мальчик гулял по льду и по недосмотру со стороны отца упал в прорыв размером 80 на 80 сантиметров. Тело мальчика подняли на следующий день, 9 часов, спасателями. Еще один случай. 10 ноября 2021 года поступило сообщение на телефон Кудорского ЕТС, что в границах села Вашгар на озере Попты утонула девочка 2017 года рождения. Около 16 часов пошла погулять к озеру Попты, расположенному в границах села Вашгар. Возле озера есть беседка, где сидели 2 девочки, 8 и 9 лет. Со слов девочек, девочку звали Дарья, пошла к озеру, зашла на трап, который сооружен жителями для полоскания белья. Так как трап был скользкий из-за морозов, девочка поскользнулась, упала в воду. Девочки ничем не смогли помочь ей, побежали звать на помощь. Пока пришла помощь, девочка утонула. Тело извлекли из воды. Сотрудниками ГИМС совместно с сотрудниками МВД проводятся регулярное патрулирование в местах скопления людей. И хотим предупредить также родителей, что за безнадзорность за детьми они несут административную ответственность. У меня на этом все. Спасибо, Василий Юрьевич. Я так думаю, что если все равно какие-то вопросы будут, они потом могут появиться, да, и может быть, ответим в письменном виде, что-то получим онлайн. Мы продолжаем наш разговор о безопасности. Я предоставляю слово Марине Николаевне, да, пожалуйста. Внимание, дети, дороги. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Пожалуйста. Добрый день, участники заседания. Согласно статистике аварийности, за последние 5 лет число дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет в Республике Коми снизилось на 27%. Количество раненых сократилось на 30%. Но несмотря на положительную тенденцию, проблема детского травматизма на дорогах остается острой. Так, за 11 месяцев 2021 года на дорогах республики произошло 106 дорожных аварий с участием детей и подростков, в которых 1 ребенок погиб и 114 получили травмы различной степени тяжести. Около 75% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых участников дорожного движения. В половине таких случаев пострадавшими становятся дети-пассажиры, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, так как не могут повлиять на исход дорожной ситуации или как-то предотвратить ее. С начала года 48 несовершеннолетних пострадали в качестве пассажиров транспортных средств, из которых 1 ребенок погиб. Основной причиной гибели детей в дорожно-транспортных происшествиях является игнорирование водителей требования использования ремня безопасности и детских удерживающих устройств, а также грубые нарушения правил дорожного движения, такие как выезд на полосу встречного движения в местах, где обгон запрещен, управление транспортным средством в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения. Текущий год, к сожалению, не стал исключением. В Книжпогосском районе 26 мая около 20 часов 30 минут при опрокидывании автомашины ВАЗ, за рулем которым находился нетрезвый водитель, водительское удостоверение он получил 3 месяца до этого происшествия. При опрокидывании погибла 14-летняя девочка, также травмы получили 2 пассажира, один из которых 15-летняя девочка-подросток. В момент ДТП все находящиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнем безопасности. Также остается открытым вопрос, что 2 девочки 14 и 15 лет делали в компании молодых людей, нетрезвых, за городом, одни, без сопровождения взрослых. К сожалению, подобное ДТП случается с завидной периодичностью. И спустя 5 месяцев
23 октября около 20 часов 20 минут водитель 96-го года рождения, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, опьянение было установлено 2,5 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это глубокое, сильное опьянение. Управляя автомашиной ВАЗ напротив дома 56 по Уктинскому шоссе Эжвинского района, выполняя маневр поворота налево, не предоставил преимущества в движении, совершил столкновение с автомашиной Renault Logan. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры, в том числе девушка 2004 года рождения, которая скончалась спустя несколько часов в больнице. Стоит отметить, что водитель уже ранее был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии в 2019 году, а в 2020 году он был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. И уже, получается, 3-й раз сел за руль пьяный, что повлекло гибель ребенка. Подростки, к сожалению, не видят угрозы в водителях, находящихся в состоянии опьянения, и считают подобное катание на автомобиле шалостью, развлечением, веселым времяпрепровождением. Впереди каникулы, когда часть детей, возможно, поедут в деревни к бабушкам, к дедушкам, где контроль за их поведением будет еще меньше. Иногда не только родители должны знать о последствиях, а, наверное, и дети сами должны понимать, к кому они садятся в автомобиль и каким последствиям это может привести. Если обращаться также к статистике, 41 дорожная авария у нас произошла с участием детей пешеходов, причем 25 аварий произошло на пешеходных переходах, то есть большая половина детей была сбита на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Каждое ДТП с участием несовершеннолетних подвергается анализу, анализируются все сопутствующие факторы для выяснения причин, почему же так случилось. И к основным факторам риска для пешеходов можно отнести. Первое – это отвлечение внимания пешехода при переходе проезжей части. Это капюшоны, телефоны, наушники, разговоры со сверстниками, с родителями, с кем угодно. Второе – это переход дороги пешеходом в том месте, где водитель его не ожидает увидеть. То есть вне пешеходных переходов. Зима в этом случае играет нам на руку, потому что в этом году выпало очень много осадков, и большое количество сугробов, высоких сугробов не дает пешеходам переходить дорогу в неположенном месте. То есть естественный способ направления пешеходных потоков к правильным местам. Выход пешеходов из-за предметов, ограничивающих обзор. Переход по нерегулируемому пешеходному переходу. Вот к этому фактору мы очень часто обращаемся, когда выходим на беседы в школы. Все дети знают о том, что переходить дорогу следует по пешеходному переходу. Все говорят, зачем вы нас учите, мы все знаем. Но, к сожалению, как показывает статистика, большинство аварий с участием пешеходов происходит именно там. Дети знают, где надо переходить дорогу. Они даже знают, что при переходе проезжей части необходимо смотреть по сторонам. Но когда мы задаем вопрос, что вы должны там увидеть? То есть если вы смотрите по сторонам, для чего? Для того, чтобы увидеть машину, и что, все, и дальше я иду. Очень показательным является объяснение восьмиклассника. ДТП случилось в этом году в городе Сыктывкар, когда он переходил дорогу около учебного заведения по пешеходному переходу. Он посмотрел по сторонам, увидел машину и пошел дальше. Почему не остановился? Потому что, как он сказал в объяснениях, я подумал, что водитель меня видит. И, к сожалению, вот это заблуждение встречается почти у всех детей и почти у всех взрослых. Пешеходный переход – это небезопасное место. Это место пересечения транспортных и пешеходных потоков, и, не больше. И переходя по пешеходному переходу, пешеход ничем не защищен, кроме своей внимательности и, наверное, желания обезопасить себя. Поэтому, переходя по пешеходному переходу, детей надо учить смотреть, слышать и думать, прежде чем ступать на проезжую часть. А также к факторам риска относится переход по пешеходному переходу со стрелкой, когда водитель завершает маневр, а также в первые секунды, когда зажигается разрешающий сигнал светофора. И движение пешеходов позади транспортного средства. В эту ловушку очень часто попадают у нас пожилые граждане, которые не ждут
того, что машина может двигаться задним ходом, что даже при таких ДТП бывают тяжкие последствия. Несколько лет назад в городе Печора, насколько я помню, ребенок получил перелом позвоночника, когда находился позади автомашины Л-200. Водитель не мог увидеть ребенка позади такой большой машины. В селе Визенка Сысльского района 5-летний ребенок погиб под колесами автомобиля, который двигался задним ходом, ребенок находился позади, и водитель его тоже не видел. Об этом детям тоже нужно рассказывать и говорить. Также хочется сказать, что так или иначе на статистику ДТП накладывает свой отпечаток погодные условия. Сейчас зима, темнеет рано, светлеет поздно, и очень важно, чтобы пешеходы были видны водителям. За 2020 год 58 детей и подростков получили ранения различной степени тяжести, 1 ребенок погиб. И всего у 17% детей-пешеходов на одежде были световозвращающие элементы. В наше время, к сожалению, пока не до конца сформирована культура их использования. Большинство родителей даже не задумываются, что подобные вставки на одежде, на обуви или рюкзаках могут сохранить ребенку не только здоровье, но и жизнь. К сожалению, есть родители, которые эти требования откровенно игнорируют и говорят, что если вам, сотрудники госавтоинспекции, они нужны, почему вы их не раздаете? Примером может, наверное, служить ДТП, которое произошло в прошлом году, 30 сентября, в 19:05. Водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen, двигаясь по улице Катаева, поселка Варгашор, совершил наезд на группу подростков. В результате ДТП 5 пострадали, из которых 2 15 и 16-летние девушки погибли. В 19 часов в сентябре уже темно, ни на ком из детей не было световозвращающих элементов. Данное ДТП я привела не для того, чтобы обозначить вину детей. Возможно, именно это ДТП послужит примером того, как можно, возможно, избежать подобных ситуаций в будущем. Если бы на детях был фонарик в руках, горел телефон, были световозвращающие элементы, у водителя были бы секунды для того, чтобы их увидеть, и трагедии можно было избежать. В текущем году также было зарегистрировано 24 ДТП с участием детей и водителей мото- и велотехники. Причем 2/3 данных ДТП произошли, в них усматривается вина несовершеннолетних. Стоит отметить, что часть подобных происшествий происходит по молчаливому разрешению самих родителей. Хотелось бы продемонстрировать видео. ДТП произошло в прошлом году, в сентябре месяце, в городе Печоре, 18:57. На пересечении улиц Советской и Ленина произошло столкновение автомашин Mitsubishi и мотоцикла Силон. За рулем мотоцикла находился подросток, которому 14 лет. Со слов мамы, мотоцикл он купил на свои деньги, самостоятельно довел его до технически исправного состояния, и с другом вечером они пошли кататься. Другу 15 лет, водитель находился без мотошлема и мотозащиты. В результате столкновения водитель погиб на месте, 15-летний пассажир получил тяжелые травмы. Родители знали, что дети поехали кататься, и опять же, в подобных ситуациях родители знают, что водительское удостоверение на управление мопедами у нас выдается после обучения в автошколе 16 лет. Управлять мотоциклом можно только с 18 лет. И стоит отметить, что водительское удостоверение это не просто карточка, которую получает ребенок, это тот опыт, который он приобретает в автошколе. Это правила дорожного движения, которые ему необходимо выучить, с которыми ему необходимо познакомиться, прежде чем сдать экзамены госавтоинспекции. Также хочется отметить, что родители зачастую самостоятельно приобретают своим детям подобные дорогие игрушки, при этом не заботясь об элементарной защите. Мотошлем, мотозащита. Некоторые мотивируют это тем, что на мотоцикл денег хватило, а вот на мотошлем, к сожалению, нет. Хотя именно мотозащита в случае ДТП позволяет избежать
тяжелых и порой даже смертельных травм. Дорожно-транспортные происшествия имеют свою сезонность. Лето – это сезон веломототехники, зима – это чаще всего сложные погодные условия, снегопады, заносы, скользкая дорога, сугробы, которые ограничивают видимость и пешеходов, и техники, узкие зимние дороги и сугробы на обочине и заснеженные машины. Все это дополнительные помехи для движения как транспорта, так и пешеходов. Помимо сложных погодных условий, зима – это время детских забав. Съезды с горки со снежного вала, в том числе на проезжую часть и на дворовые проезды, катание на сангах и тюбингах, прицепившись паровозиком за бампер автомобиля. Все эти опасные ситуации заканчиваются только одним – тяжелыми травмами, либо, к сожалению, гибелью. Можно, пожалуйста, видео? Декабря, 2 года назад, около 21 часа, водитель автомашины Renault Duster, двигаясь по автодороге подъезд к поселку Советский, это Воркута, выполняя перевозку пассажиров вне салона автомобиля на надувных санках ватрушки, допустил его падение. Причем заметил он это уже спустя время, когда обнаружил, что ватрушка, которая движется за его автомобилем, пустая. В результате ДТП пострадал пассажир, 17-летний молодой человек. Наверное, важно зачитать тут диагноз, который получил он при падении с ватрушки. Это сочетанная травма головы, шеи, костей таза, конечностей, закрытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, перелом позвоночника, отек и дислокация головного мозга, множественные переломы костей таза, разрыв мочевого пузыря, перелом правого бедра. Смерть наступила спустя 3 часа после сообщения о ДТП. К сожалению, многие молодые люди, подростки и даже дети не осознают, каким тяжелым последствиям могут привести подобные шалости. Очень много подобных видео сейчас выкладывается в сеть, где это позиционируется как веселая, легкая, интересная забава и интересное зимнее приключение. Важно доводить и до подростков, и до родителей информацию о том, насколько смертельно опасна данная забава. Ватрушка никаким образом не управляема. Человеку, который находится за ней, невозможно не отрегулировать ее траекторию движения, не вовремя даже с нее, условно говоря, соскочить. Есть определенные требования для эксплуатации данной, не знаю даже, как ее назвать. Виды развлечений. Да, это закрытые территории, подготовленные горки со спуском. Только там и там можно кататься. Это важно знать. И в заключение хотелось бы сказать, что основная цель нашей с вами работы – это развитие безопасного дорожного пространства за счет повышения ответственности и понимания риска всех участников дорожного движения. Порой дети ведут себя так не потому, что хотят, а потому что просто не знают о тех рисках, которые могут существовать. И наша задача им об этом рассказать. Правила безопасности на дорогах – это инструмент, который помогает человеку, в том числе и ребенку, безопасно реализовывать свою свободу. Свободу на перемещение по городу, поселку, стране, на свободу нахождения в тех местах, в которых он хочет, спортивные секции, школы, детские сады и так далее. И знание правил дорожного движения, соблюдение норм, культуры взаимодействия на дороге может сделать путь ребенка по-настоящему удобным и безопасным. Именно эту мысль нужно всегда доводить до родителей, которые почему-то считают правила дорожного движения пустяк, о которых можно, в принципе, и не говорить, ведь ребенок все знает, потом, к сожалению, приходится искать виноватых. Доклад закончила, готова ответить на вопросы.
Спасибо, Мария Николаевна. Такое впечатляющее выступление. Статистика, конечно, думаю, многие задумаются. Но потом подведем итоги, еще, наверное, скажем об этом. Мы продолжаем наш разговор о безопасности, который мы должны обеспечить с вами вместе нашим детям. Я, Никита Иванович, вам слово предоставляю, пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. Хотелось бы затронуть тему такую, как ответственность родителей за неисполнение, либо же за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Так как в Конституции Российской Федерации установлено, что забота о детях и их воспитание возложены на родителей либо лиц, их замещающих, такие как опекуны, попечители. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Также родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей. Ответственность родителей предусмотрена у нас законодательством Российской Федерации, такая как уголовно-правовая ответственность, это у нас статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за неисполнение, либо же ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего родителям или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогам или другим работникам образовательного учреждения, лечебного или иного другого учреждения, обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетним. Также предусмотрена гражданско-правовая у нас ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей родителями и лицами, которые должны отвечать за несовершеннолетних. Это возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему морального и имущественного вреда, не предусмотрено семейным законодательством, но вытекает из положения у нас Гражданского кодекса, статей 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса. Родитель, который допустил факты нарушения своих обязанностей, не исполнил свои обязанности по предоставлению ребенку питания, одежды, что привлекло к причинению вреда здоровью ребенка, может быть привлечен к ответственности в форме компенсации морального вреда. Семейным кодексом также предусмотрена ответственность у нас в соответствии со статьей 69 Семейного кодекса. Родители, один из них может, либо родители полностью могут быть лишены в родительских правах, либо ограничены те, которые уклоняются от воспитания детей, в том числе от злостной неуплаты алиментов, отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, отделения, либо же из иного лечебного учреждения. Родители, которые злоупотребляют своими правами и обязанностями, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над детьми, покушаются на их половую неприкосновенность, являются больными хроническими заболеваниями, такие как алкоголизм, либо наркомания. Выявляется у нас уже в ходе проверок. Либо же родители, которые совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей, либо против жизни и здоровья супруга, дома находясь, там, грубо говоря, выпивают, которые один другому... Асоциальное поведение. Да. Также у нас предусмотрена административная ответственность. Вот статья 5.35 у нас более распространена. Она предусматривает административную ответственность родителей, там наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей. Вроде штраф небольшой, но родители, которые привлекаются, ставятся у нас на учет. Это как минимум на полгода за совершение административного правонарушения, то есть статья 5.35, либо же которые родители дома употребляют алкогольную продукцию, там в присутствии детей ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Так, что еще? Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий и бездействий, осуществляемых в течение продолжительного времени. То есть
этот родитель не один день, грубо говоря, дома аморально ведет себя, а продолжительное время. Также хочу обратить внимание образовательных учреждений. Они очень много пишут нам ходатайство о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение обязанностей, за то, что ребенок скатился по учебе, грубо говоря. Ребенок был парашистом, четверть проходит, и тройки у него вытекают. Есть такие случаи, которые пишут. Да. Мы, конечно, проверку проводим по этому поводу, но если родители там и дома хорошо себя ведут, зарекомендовали себя хорошо, работают, у детей там все имеется необходимое: стол, там постельные принадлежности, одежда по сезону, там продукты питания. Просто ребенок какую-то тему не понимает, за это мы не привлекаем к ответственности. Да, если ребенок, грубо говоря, родители его утром собирают, одевают на учебу, провожает, а ребенок сам уже до учебного заведения не доходит, мы тоже за это не можем родителя привлечь к обязанности, к ответственности по статье 5.35. В принципе, все. То есть в данном случае ваши ограниченные возможности. Да, у нас ограниченные возможности, мы не можем за все подряд наказывать и ставить на учет. Спасибо, уважаемые коллеги. Вы знаете, столько мы говорим всегда о безопасности руководителей, в своих образовательных организациях. Тем не менее, опять как-то, так сказать, меня все, что я сегодня услышала, вызвало, так сказать, необходимость уже самой посмотреть и еще раз пересмотреть, скажем, подходы к организации такой работы по безопасности в своем учреждении. И у меня к вам вопрос, если можно. Есть ли такая статистика, коллеги, по трагическим случаям, которые происходят с нашими ребятами в разрезе возрастной и гендерной структуры? Какие возраста больше подвержены каким видам, несоблюдения правил безопасности? И я почему это спрашиваю? Потому что, чтобы, я думаю, ориентироваться, каким группам возрастным, обращать на какие группы возрастных больше внимания, потому что работать надо по-разному с разными группами возрастными. Это первый момент, который я бы хотела услышать. И второе сразу, почему я говорю о работе с разными возрастными группами по-разному? Потому что, скажем, сейчас больше материалов, которые, например, мы можем использовать в учреждении. Я говорю про свое учреждение, лицей Брезгу, Мы, например, по таймеру выставляем в холле лицея, у нас все время демонстрируются во время перемены ролики определенные, видеосюжеты, связанные с безопасностью пожарной, на воде, что-то где-то и так далее. Но они в основном ориентированы на, скажем, младший возраст. Хотя я понимаю, что там не говорю о том, чтобы демонстрировать видео, где то, что вы сегодня продемонстрировали, что там есть действительно возрастные ограничения и так далее. Но как-то можно ли посмотреть о том, чтобы увеличивать эти материалы, количество тех материалов, которые мы можем использовать в своей работе? Потому что одно дело, когда мы приглашаем специалистов из ваших сфер, и они что-то говорят, но для детей все-таки большинство детей это визуалы, скажем, чем 20 раз услышать, лучше посмотреть и так далее. Можно ли как-то усилить эту работу по созданию, если есть такие возможности в ваших структурах, видеоматериалов и вообще современных материалов, которые можно было через различные ресурсы предлагать нашим учащимся, не только на классных часах, но и в свободном школьном пространстве для просмотра. Почему? Потому что поведение, о котором мы говорим сейчас о поведении безопасном, формировании, чтобы это было просто на уровне, рефлексов уже работало. Это надо ведь говорить и делать регулярно, постоянно, а не так, как у нас, к сожалению, получается иногда компанейщина, когда случается какое-то такое вопиющее событие, нам сверху спускают, давайте срочно проводим и так далее. Эта работа ведь очень серьезная, она должна вестись постоянно. Но, к сожалению, ресурсов образовательной организации для того, чтобы вести эту работу качественно и постоянно, не хватает. Это же должны специалисты, каким-то образом. Поэтому, может быть, создание таких ресурсов, которые могли бы предлагать детям, не только на классных часах, или в каких-то неурочных мероприятиях, но для просмотров с теми же родителями, чтобы они могли где-то обсуждать и так далее, хороших, качественных, современных, чтобы им было интересно и, соответственно, возрасту.
может быть, это сделать. И вот возвращаясь к первому вопросу, есть ли такая статистика какая-то? Или пока ее сложно привести? Или не, вообще такого анализа не делается? Ну, анализ разная, статистика бывает. Вот если в области пожарной безопасности, я скажу, что возраст детей, вот, которые ну, подвержены, так скажем, шалости с огнем, вот у нас, как правило, если с детьми причина пожара – это шалость с огнем, да, это дети до 10-12 лет, ну, которым интересно, как горит там диван и так далее. Да, дети более старших лет, это, как правило, уже ну, какая-то корысть, цель, да, то есть это поджоги и так далее. Электро какие-то, наверное, да? Ну, да, электроприборы, это все люди подвержены этому, поэтому, ну да, дети скорее меньше, потому что меньше там пользуются ну, теми же там утюгами, микроволновками и так далее. Дети постарше, соответственно, пользуются больше. Ну вот, Такой тенденции как бы четко мы не можем наблюдать. То есть в равной степени могут все быть. В равной степени, если контролируемыми причинами пожара, это контролируем, это мы называем так, в общем, скажем, электрика, печное отопление, неосторожное обращение с огнем, это спички, зажигалки, газ, окурки, сигареты, это в принципе все люди, начиная с подросткового возраста и старше. А вот конкретно шалость с огнем, это, вот, как я уже сказал, дети до 12 лет, да, которым ну, интересно, как горит спичка, как горит диван, как горит занавеска. И в основном, наверное, бесконтрольно то, о чем вы говорили, да? Бесконтрольность это... Взрослых, когда оставляют одних там, да? Бесконтрольность это, да, самое главное. И воспитание вот, уже с родительской стороны, со стороны вот, педагогов от начала и до конца. В компании тоже зависит, с кем ребенок общается. Ну, это понятно, да, конечно. А как у нас с водными объектами? Можно что-то рассекретировать? Я считаю, что наоборот, подростки более, когда они начинают гулять без родителей. Самостоятельно. Да, самостоятельно. Говорят, что мы вышли погулять, а сами на речку пошли. Ну, тут еще и бесконтрольность, Плюс, потому что, да, плюс употребление еще напитков. Да. При мне река только стала, и они, подростки такие, девочки сидят на берегу, а мальчики пошли гулять, как бы, показать. Побравировать, да? Да. Ага. Подростки более опасно в такие ситуации попадают, потому что они... Ну, они уже как бы считают, что плавать умеют, уже они можно, понимают, да, понимают все, но все равно делают такие вещи опасные. Хорошо, спасибо, Мария Николаевна. Как У нас статистика ведется по 4 возрастным группам. Да, по 4 возрастным группам. Это от 0 до 2 лет, потому что это дети чаще всего не организованные. Они находятся под прямым присмотром родителей, в садик они не посещают. И находиться даже на улице одни они не могут. Также вторая группа – это с 3 до 7 лет. Это дети дошкольники, которые также не могут находиться одни на улице, должны быть только в сопровождении. И чаще всего они попадают в ДТП как пассажиры транспортных средств, находясь с родителями. Третья возрастная группа – это с 8 до 12, 11 лет – это начальная школа. И следующая до 15-16 лет – это подростки. И вот как раз вторая и третья группа – это те дети, которые чаще всего попадают в ДТП, причем в различных категориях. более подвижные, мобильные. Да, если начальная школа – это пешеходы, они начинают ходить сами, они ничего не видят, не слышат, они идут туда, смотрят назад, здесь и с телефонами и так далее. То есть это чаще всего малыши. А подростки, они, как вот я уже сегодня говорила, они начинают пробовать свою взрослость, использовать мопеды, хотя в этом году впервые у нас был случай использования мопедов второклассниками, которые попали в ДТП, катались, и мама смотрела за них. Вот это опять же без присмотра, да, бесконтрольно со стороны родителей. Да, и мопед купила мама. И они катались во дворе и врезались в кирпичную стену, получили травмы. Понятно, спасибо, Мария Николаевна. Значит, уважаемые руководители, мои коллеги дорогие, значит, я думаю, что очень было интересно сегодня такая наша встреча и полезно. Я понимаю, что мы с вами как-то вели и в большом объеме и ведем, и будем вести работу по нескольким направлениям. Это первое, внутриобразовательной организации.
для того, чтобы обеспечить все необходимые материальные ресурсы, да, для того, чтобы процесс образовательный у нас был безопасным со всех позиций и точек. И это, конечно, работа с нашими кадрами в обязательном порядке, регулярные инструктажи, обучение постоянно, потому что, к сожалению, без многократного повторения все, конечно, забывается. Мы в этом плане стараемся делать, и для этой работы Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми обязательно ежегодно выделяет очень большие средства для того, чтобы обеспечить всеми необходимыми средствами для безопасности образовательного процесса ежегодно. Второе – это, естественно, работа с нашими учащимися. И вот я еще раз обращаюсь к коллегам, которые сегодня присутствовали. Мы бы, конечно, очень хотели от вас помощи в том, чтобы мы могли размещать на наших ресурсах, да, начиная от сайтов, да, и группах, которые есть, ну, у каждой образовательной организации ВКонтакте, на других платформах и прочее, те интересные современные материалы, которые могли бы вот просматривать постоянно дети, и у них бы все равно и подсознание все это откладывалось в плане поведения, вот ролики и так далее, так далее. Тем более, что вы проводите эти конкурсы, в которых наши учащиеся участвуют, и всегда есть там победители, и вот вы, допустим, несколько раз что-то, так сказать, дети выигрывали и так далее, хотя бы вот это, и чтобы постоянно смотреть, особенно ведь детям нравится, когда они сами что-то делают, а потом это демонстрируется, тем более на экране республиканском и так далее. Хотелось бы такие материалы красочные, яркие, интересные получать побольше. Ну и, конечно, нам надо вести работу с родителями. К сожалению, вот, мне кажется, здесь у нас родители все-таки, несмотря на то, что мы им регулярно и постоянно пытаемся напоминать о том, как сегодня вы сказали, Никита Иванович, что Конституция прежде всего обязывает их контролировать. Это их обязанность по сохранению жизни и здоровья обучающихся, ну, своих, их личных детей, контроль. Потому что мы ведь по закону отвечаем за пребывание учащегося в образовательной организации. И как бы мы ни старались, но когда ребенок покидает образовательную организацию, у нас просто не хватит обеспечить ему эту безопасность. Конечно, мы делаем и будем делать очень много. И в приближающемся вот новом году, скоро приближается Новый год, и мне хотелось, чтобы мы все с вами встретились после завершения такого длительного периода каникул с хорошим настроением, при этом, чтобы мы все избежали с вами любых несчастных случаев, тем более трагических случаев, которые, не дай бог, могут произойти. Но для этого, конечно, надо сделать все, что от нас зависит, и все, что в наших силах. Я желаю всем здоровья вам. Берегите себя, своих близких, и помните, жизнь наших детей – это самое главное, за что мы с вами все взрослые несем ответственность. Спасибо большое всем участникам. Всего доброго, до свидания.